Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Мгер Акопян, военно-политический аналитик. Здравствуйте, господин Акопян. Здравствуйте, Михаил. Рад быть гостем в вашем канале. Спасибо большое, господин Акопян. Я вас тоже очень рад видеть и надеюсь, что с вами будем записывать периодически интервью, и у нас с вами наладится такое творческое взаимодействие. Ну что ж, Не господин против, Акопян, Михаил. Надеюсь, я смогу вашей аудитории представить ту ситуацию, которая в общем и в целом складывается в Армении. спасибо большое. Господин Акопян, давайте сразу по таймингу передачи определимся. То есть у нас с вами есть там 35-40 минут. У нас есть с вами такие три темы, которые мы до эфира обсудили. Давайте попробуем уложиться в эти три темы. В конце концов, если вам будет интересно, мы вернемся снова к интервью и сможем записать и не одну программу. Ну что ж, Нет проблем. господин Акопян, я, кстати, вам очень признателен, что я давно выступаю за то, чтобы у меня было как можно больше гостей из Армении. Я очень люблю Армению. Я уже говорил, что у меня так получилось, что я в детстве так вот был окружен очень многими замечательными людьми, армянами, которых я очень уважаю и искренне люблю. У меня очень теплые воспоминания, поэтому я очень рад, что вот у меня среди гостей будет больше представителей Армении. Спасибо. Спасибо. А, Ну что же, господин Акопян, вот тема Карабаха – это тема, которая, безусловно, она очень сенситивная, очень чувствительная, тема, которая вот всегда очень эмоционально обсуждается, так? Да, Вот да, да. для меня тема Карабаха, как я для себя определяю, она, безусловно, но прежде всего про вопрос вот территории, про вопрос территориальной целостности Азербайджана, именно потому что я всегда выступаю за территориальную целостность государств и за территориальную целостность Украины, за территориальную целостность Азербайджана. И, конечно, сам факт возвращения Карабаха под контроль Азербайджана и в Украине, и вот у меня лично, он был воспринят позитивно, поскольку это прецедент возвращения реинтеграции территории. А Премьер-министр Пашинян неоднократно говорил о том, что у государства должны быть свои границы, нужно жить не мифической Армении, а реальной Армении. И тема Карабаха, она мешала Армении развиваться. Ваша какая позиция на этот счет? Спасибо за вопрос, Михаил. Как в некотором роде поставить слушатель вашей программы, я Мгм. знаю вашу позицию относительно Карабаха, относительно войны на Украине и т.д. и т.п. Михаил, в этом вопросе кроется очень большая, но принципиальная ошибка, которая, к сожалению, повторяется раз за разом и обретает форму правды. На самом деле, чисто теоретически, на юридическом, международно-юридическом уровне, принципы территориальной целостности и самоопределения народа, эти принципы оба закреплены в уставе ООН. Притом принцип самоопределения народа закреплен в начальной части устава и априори по юридическим правилам считается более первенственным. Более того, если взять историю ООН, многие государства образовались именно по принципу самоопределения народов. Классический пример – африканские страны, 60-е годы и т.д. и т.п. Но вся суть вопроса в том, что проблема Карабаха даже не приводит эти две принципы в столкновение друг с другом. Почему? Вот сейчас я это скажу, и вашему следующему гостю, который, наверное, будет из Азербайджана, я хотел бы, чтобы вы представили вопрос именно в этом свете. Мгм. Принцип нерушимости границ или территориальной целостности действует, внимание, в отношениях двух государств. Россия, Украина, Армения, Республика Армения, Азербайджан, не знаю, Сирия, Турция и т.д. и т.п. Но принцип самоопределения народов – это другой принцип. Принцип самоопределения народов не стыкуется и не входит в конфликт с принципом нерушимости границ. Так как, да, устав он говорит, что государство А не имеет права нападать на государство Б и взять его территорию. Но вся суть в том, что в Карабахе Республика Армения не нападала на Азербайджанскую республику.
Армянское население Нагорного Карабаха, советского НКР, самоопределилось и сделало это согласно законам СССР от еще 1990 года, которое определяло право выхода субъектов СССР из его состава. В том числе вопрос касался и автономных округов. Население Нагорного Карабаха провело референдум. То есть юридическая сторона вопроса была начисто определена. Более того, население Нагорного Карабаха все это сделало согласно духу и букве закона международного права. Более того, еще юридический момент. Смотрите, и наши азербайджанские коллеги об этом вам никогда не скажут. Смотрите, в чем суть. Третья Азербайджанская республика, то есть, которая сейчас существует, ну, вторая советская, первая 18-й год, понятно. Третья республика Азербайджана по своей конституции, вот сейчас вы можете войти и смотреть в их конституцию, считается правопреемником первой Азербайджанской республики, которая существовала с 1918 по 1920 год и пала в мае 2020 года. Более того, в их конституции и околоконституционных актах советский период, Вторая республика, представлена крайне негативно. Там написано, что это оккупация, что они отвергают советское наследие и т.д. и т.п. Прямо сейчас там написано. А вся суть в том, что территория Нагорного Карабаха или Арцаха не была де юре и де факто в составе первой их республики. Не де юре, не де факто. Территория Арцаха была включена в состав советского Азербайджана 5 июля 2021 года, после года с лишним спустя советизации Азербайджана. И теперь, когда Третья республика претендует на Карабах, но в своем же конституционном акте говорит, что мы отвергаем наследие СССР, мы получаем юридический фактический казус, так как нельзя частично принять наследство. Нельзя быть наследником этого, но не быть наследником этого. Итак, определяем как бы все точки над «и». Во-первых, раз и навсегда помним следующее. Республика Армения не сторона конфликта. Республика Армения не нападала на Азербайджанскую республику и не взяла у нее территорий. Народ Нагорного Карабаха, понятно, в основном армянское население, самоопределилось согласно законам тогдашнего СССР, международного права и буквы и духи законов. И, наконец, Третья Республика Азербайджан не может претендовать на советское наследие. Более того, здесь есть еще один юридический нюанс, если уж на юриспруденцию напирать. Когда советский Азербайджан вышел из состава СССР, до этого НКР вышел из состава СССР. Понимаете, если посмотреть эти 90-91 годы, просто не хочу напирать, но это все четко. Население НКР сделало свой выбор и вышел из состава СССР, не из состава советского Азербайджана, а из состава СССР. И уже без НКР Азербайджанская республика вышла из состава СССР. В общем, такие есть моменты, и мне всегда ухо режет, когда говорят конфликт между Арменией и Азербайджаном. Нет, и стократно нет. Понятно, это все юридически понятно. В моральном праве там армяне живут, здесь армяне живут, историческая Армения и т.д. и т.п. Но де юре Армения не сторона конфликта. Сколько бы Азербайджан не пытался нас представить таким. Спасибо, что послушали очень внимательно. Господин Акопян, тем не менее, ну, мы же понимаем, что, скажем, военные действия, которые велись, они велись не просто людьми, которые в военторге что-то купили, а велись людьми, которые, значит, имели отношение к Армении, их называли там добровольцами, их там называли добровольцами, да. Отпускниками, но мы же это видели. Нет, не отпускниками, именно добровольцами. Ну, я это добровольцами. Вам сказать, это не секрет. Когда кто-то из территории Республики Армении, гражданин РА, высказал желание служить на территории НКР,
Он подписывал некий документ, что он Да, но добровольно. вот смотрите, просто, как говорил Ленин, да, вот по форме все правильно, по существу издевательство. Мы же понимаем, что той же логики, ну, придерживалась, например, Россия, когда она оккупировала, аннексировала Крым, мотивируя тем, что там российских войск, собственно, нет, там есть отпускники, инициативники, вот господин Стрелков-Гиркин не к ночи будет помянутый, Знаю, который слышал, там да. появился, значит, просто по собственной инициативе. То есть это очень такая удобная формула, да, то есть она юридически, она, ну, как бы помогает списать с себя ответственность. То есть мы же Нет, это помним, понятно. как Тер Михаил, я Петросян, извиняюсь, что перебиваю да, вас. Это понятно. простите, еще один тезис. Мы же помним, как Тер Петросян выступал против вот этими добровольцами, собственно, в, скажем, угаре определенной победы говорил вещи, которые, ну, не совсем корректны с точки зрения этики и с точки зрения прав человека. И эти же записи есть. То есть я к чему говорю, что здесь все-таки важно признать, что Армения как государство, ну, собственно, был участником, может быть, и не Смотрите, Михаил, юридически, но фактически. смотрите, Михаил, Мгм. естественно, я ни вас, ни вашу аудиторию не пытаюсь держать за, Мгм. извините, дураков. Естественно. Мгм. Все понимают. Все. Но если говорим де Мгм. юре, все по бумагам четко. Это определили. Мгм. А теперь давайте говорить де-факто. Понятно, что де-факто не только Республика Армения, но и мировое армянство в той или иной мере впряглась за население армянское, население НКР. Это я буду не уважать вам, если буду утверждать обратное. Понятно, определить. Де юре Республика Армения не сторона конфликта. Де-факто Республика Армения опять не сторона конфликта, но некоторые армяне из территории Республики Армения и очень малое количество армян из остального мира, скажем так, приняли участие в конфликте. А что нам было делать? 150 тысяч армян против 7 тогда миллионов азербайджанцев. Притом армяне не имели ни вооружения, ни ничего, а азербайджанцам досталась целая Каспийская флотилия и гвардейская советская армия на территории Азербайджана. Армяне воевали в блокаде до по половине 92 года и связь держали с материковой Арменией лишь вертолетами, которые постоянно обстреливались. А что было армянам делать после армянских погромов в Баку, Сумгаите, в Кировабаде? Что было делать? Умирать? Понятно, что нет. И тогда наши азербайджанские коллеги, когда сейчас говорят, вот это, пусть и это вспомнят. Когда еще Мгм. в 1988 году толпа из Агдама продвигалась к Аскерану, вот Виталий Баласанян, Рызван очень любит говорить плохие, скажем, слова, скажем так. А ведь тогда эта толпа шла в Аскеране Степанакерт, чтобы продолжить сумгаитское дело, понимаете? Армяне вынуждены прибегли к самообороне. А ведь мы знаем, что в основе современной цивилизации лежит принцип самообороны. И человек, и группа людей, и государство имеют право на самооборону. Это священное право. Вот такая у нас ситуация. Определились мы, де юре Армения, Республика Армения не часть конфликта, де факто, Мгм. да, во многом вовлечен в конфликт. Понятно это не отрицается. Господин Акопян, если говорить уже про вот настоящий день после 44-дневной войны и после 23 года, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, премьер-министр Пашинян, это его стало политическое кредо, подписание мирного договора с Баку. При этом гладко на бумаге, но забыли про овраги. А есть несколько оврагов. Это первая Мгм. Минская группа, которая до сих пор не Да, распущена. Азербайджан настаивает на том, чтобы она была распущена. да. Пашинян не против, но Азербайджан хочет до мирного договора, а Пашинян после мирного договора. Дальше Да. дорога, значит, на Нахичевань, так, без Мгм. бесконтрольный пропуск. Пашинян Мгм. вроде как не против, но он хочет со своей стороны, чтобы Армения получила вот такую же бесконтрольную, скажем, возможность двигаться по другим дорогам.
И третье– это изменение в Конституцию. Значит, Азербайджан настаивает, чтобы Да, да, да. было изменение в Конституцию внесены, а Пашинян говорит о том, что международный договор, ну, что, собственно, и ну, поскольку у меня есть юридическое образование, да, вот исходя из этого могу сказать, что международный договор, который подписан, надлежащим образом ратифицирован, да, если в государстве действует дуальная система, то он обладает верховенством над нормами Конституции. Так? Но Азербайджан считает, что необходимо вносить изменения в Конституцию. А Пашинян говорит, что если Конституционный суд признает несовместимым этот договор с Конституцией, он лично настоит на внесении изменений в Конституцию. И вот это все препятствует подписанию уже согласованного мирного договора. Что вы, как юрист, в этой ситуации видите? Спасибо. Вы очень такой большой круг вопросов Мгм. задали. Давайте по частям, но прежде всего скажу свое субъективное мнение. Официальная Баку не стремится к подписанию мирного договора. Это Мгм. факт. И они сейчас, пользуясь слабостью, податливостью Пашиняна, всячески пытаются взять еще до того, как будут подписывать. А теперь давайте начнем с конца. Вы три вопроса задали. Последний вопрос про Конституцию. Я как юрист ответственно говорю, что в Конституции Армении и в околоконституционных актах, которые составляют часть Конституции, нет никакой претензии к территории Азербайджанской республики. Обычно говорят на декларацию независимости Армении, которая некоторые теоретики конституционного права приводят и делают частью Конституции. Но наш Конституционный суд четко, ясно, на многих страницах, там решение более 50 страниц, десятка страниц, указал, что акт о независимости– это одноразовый документ, это документ о намерениях, это документ о том, какое государство мы создаем. Но после того, как мы создали государство, этот акт теряет всякую юридическую силу и остается только в истории, как акт независимости Соединенных Штатов. Понимаете? Более того, у нас Конституция принята в 1995 году, в 2005 году изменения, в 2015 году изменения, сейчас тоже будут изменения. И нигде в собственном тексте Конституции нет намека о том, что мы претендуем на территорию Азербайджанской республики. Более того, основные законы Армении, например, закон Армении об административном делении, четко говорит, что даже там карта есть, координаты есть в этом законе, четко говорит, где кончается территория Республики Армения и где там не говорится, что потом. Например, на территории Сюник, где де-факто дали Республика Арцах, тогда, в 2012 году, когда этот закон был принят, там не говорится, что там. Там говорится, что граница Сюника, там, где он соприкасается с Арцахом, но Арцах не упоминается. Говорится, восточная граница Сюника, Мгм. это. Не миллиметра территории с Азербайджанской республики там нет. То есть то, что Алиев требует у нас изменения Конституции, это и несправедливо, и юридически необоснованно. И вообще это вмешательство в наши внутренние дела. Это по Конституции. По Минской группе. Второй ваш вопрос. Минская группа ОБСЕ была создана в итоге, там в 1993 году были акты, Алиев очень любит на эти акты педалировать, 4 резолюции он, но вся дело в том, что в итоге того, что в 1994 году война закончилась, в 1995 году Совет Безопасности ООН создал Минскую группу ОБСЕ. Все эти резолюции, о которых Алиев говорит, притом это еще вопрос, эти резолюции против Армении или нет, так как алиевская пропаганда обычно не входит в тонкости, а если смотреть, там просто говорите, закончите войну и т.д. и т.п. Там не антиармянские эти резолюции, но даже с этим, когда в 1995 году была создана Минская группа ОБСЕ, все, эти акты Мгм. де-факто тоже ушли в историю. Итак, состав Минской группы ОБСЕ, Россия, Франция и США. А теперь вопрос. Де юре. Кто такой глава армянской или Республики Армении, чтобы решать в Минской группе быть или не быть?
Республика Армения какой статус имеет в составе Минской группы ОБСЕ? Фактически никакой. Знаете, я сейчас, может, вы будете удивлены, но Республика Армения в составе Минской группы ОБСЕ имеет формальный статус. Знаете, статус лишь в чем является? Что когда в некоторых этапах в начале нулевых или десятых Азербайджан не хотел воспринимать Республику Арцах как сторону переговоров, Мгм. и чтобы переговоры все же шли, эти три державы сказали, ладно, официально Ереван будет представлять Арцах, но эти люди, которые приходили к нам в Ереван, а ты потом шли на Степанакерт. То есть через Ереван, Степанакерт. То есть Ереван, официальный Ереван в этой схеме Минского группы ОБСЕ всего лишь посредник. Более того, он даже не имеет такого статуса, чтобы что-то решать. Он представляет, и все решили, что армян Арцаха представляет официальный Ереван. Всего лишь. Мгм. Понимаете? И теперь, когда режим Пашиняна решил, что все, вопрос Арцаха закрыт, это режим Пашиняна решил. Я как армянин имею свое мнение про все это, но об этом пока не будем распространяться, это оставим в стороне. Мгм. Я четко говорю, разве официальный Ереван имеет полномочия поставить вопрос о распуске Минской группы ОБСЕ? По-моему, не имеет. В какой-то момент эти трое держав могут сказать, а ты кто? Мы в свое время решили, что ты посредник. Ну да, да. 20 лет ты свою эту роль выполнял. Теперь все, что ты хочешь, чтобы мы не были, мы будем. Иди своей дорогой. Понимаете? Это юридическая и политическая сторона. Политическая сторона имеет и другую подоплеку. А ведь Карабахский конфликт – это серьезный рычаг для влияния на Южном Кавказе, в том числе и на Азербайджан. Ну ладно, Армения сейчас слабо, понятно, все на нас влияют. А ведь, например, Макрон, которого Алиев днем и ночью пинает, Алиев Макрон скажет, нет, а почему Минская группа ОБСЕ должна быть распущена? У меня еще много вопросов. И здесь я вам еще что-то скажу. В 23 году, 17 ноября 23 года, Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе. 23 год, 17 ноября. А теперь, как некоторые говорят с ухмылкой, антитеррористическая операция. Никаких террористов там не было. Там жили 120 тысяч армян и было 2-3 тысячи российских миротворцев. И фактически азербайджанская сторона начала полномасштабную войсковую операцию 19-20 сентября 23 года, дабы окончательно изгнать армян из Арцаха. И русские тогда нам не поддержали, потому что по уши вбили в болоте на Украине. Я Баку этим воспользовался. И вот почти 2 месяца спустя Международный суд ООН в Гаге четко решил, что армяне должны вернуться на территорию Арцаха, и Мгм. армяне должны там жить в безопасности, и Азербайджан обязан выполнить решение Международного суда. Я знаю, что сейчас многие, в том числе, извините, в том числе из ваших кассет с ухмылкой говорят, сейчас решает сила. Там уже Резвану привет. Сейчас решает сила, Резван. Да, решает сила, но ты уверен, что сила всегда будет на твоей стороне? Вот тот же Резван Сухмилка у вас говорит, условная армяно-азербайджанская граница. Так как он уверен, что они сейчас сильнее и при случае начнут войну, им выгодно, чтобы граница была условной. А если, Резван, у вас начнутся проблемы, а на нашей улице будет тогда праздник, мы эти ваши слова условной границы приведем, поставим в студии, говорим, вот Резван говорит условная граница, Мгм. тогда весь Арцах наш, Дакури наша, условная ведь граница. Понимаете, это очень опасный ящик Пандоры. Они сейчас сильнее, они сейчас кичатся и пытаются взять. Но когда говоришь границу условная, это очень объемный острый меч. Сейчас он на твоей стороне, потом будет против тебя. Вот, Минская группа столько. И, наконец, я хочу обратиться к первому вашему вопросу. Я помню, вы вопрос задали про тот документ, который подписали 9-10 ноября 2020 года, и по итогам которого война была закончена. Документ известный, даже в Википедии есть, на сайте Кремля есть. Естественно, мы, армяне, обожглись этим документом и неплохо ее изучили. Понятно, может, зритель это вообще не интересно, но этот документ
разделил нашу жизнь до и после. Понимаете? То есть этот документ мы неплохо знаем. Вот смотрите, что говорится в этом документе. Наши юристы вообще имеют такой характер, скажем так. Мы должны посмотреть и на букву закона, и на дух закона. Понимаете? Юрист не должен быть буквоедом. Каждый закон имеет и дух. То есть для чего этот закон создан? Эта норма для чего? Вот, заявление от 10 ноября 2020 года. Для чего он был создан? Понятно для чего? Чтобы война была закончена, чтобы по определенным временным рамкам Азербайджан получил некие территории, чтобы остальные армяне жили на территории Республики Арцах или НКР, чтобы там держалось до 3000 российских военных, верно? И чтобы эти 3000 военных российских и 120-тысячное армянское население имело связь с материковой Арменией по Лачинской дороге. Взамен этого были и другие условия, в том числе и то, что Республика Армения обязуется через свою территорию беспрепятственно пропускать вещи, людей и грузы из материковой Азербайджана в Нахичеванскую автономную область. Нормально? Ничего не меняет, все нормально. А теперь по духу закона смотрим. Где население 120-тысячного Арцаха? Где российские миротворцы, которые даже сейчас должны были быть там, так как решение это 5 лет заканчивается 10 ноября 2025 года. Скажите, пожалуйста. А теперь вот смотрите, извините, Михаил, заканчиваю слово, просто ради общности. Да. Смотрите, Михаил, нас обокрали. Это как если ты идешь, хочешь купить машину, берут у тебя деньги, не дают машину, а потом говорят, а теперь принеси часть денег. Понимаете? Мы сделали то, что от нас требуется. Никол Пашинян, сдал территории, которые Азербайджан не брал войной. Келбаджар, Агдам, Физули, там многие территории наши держались. И мы отступили от этих территорий до половины декабря 2020 года. Мы же дали, мы отплатили. А потом что получилось? Азербайджан изгнал армян, изгнал российских миротворцев. Притом классический пример фатального миротворчества. Этот в классические книги войдет. Там бельгийских миротворцев обычно вспоминали, но российские приплюнули их. И теперь не то, что обокрали нас, взяли, но ничего не надо, еще и требуют беспрепятственного прохода. И что здесь самое интересное? Вот будет случай, Резвану тоже это говорите. Никол Пашинян что говорит? Он говорит, дорогой, я не препятствую твоему переходу. Иди, как перс переходит из Табриза в Грузию, как, не знаю, грузин переходит из Армении в Персию. Иди, беспрепятственно. То есть я не даю приказа моим таможенникам не пропустить тебя, я де-факто не создаю для тебя проблемы. Иди беспрепятственно. Но если ты претендуешь на то, чтобы я даже не проверял, если ты претендуешь на то, чтобы ты просто вошел и как просто у тебя дома из пункта А, извини, где это написано? Слово беспрепятственно что означает? Это означает, что сторона не должна препятствовать другой стороне сделать что-то. Но это не означает, что, например, классический пример, все мы, граждане нормальной демократической страны, имеем право беспрепятственно продвигаться по своей стране, верно? Это основное право человека. Но мы же не можем, скажем, войти в тюрьму, войти в особо охраняемые объекты. То есть, если говорим беспрепятственно, это не означает, что мы не будем смотреть, что ты везешь. Азербайджан претендует на то, чтобы через Армению получить дорогу, которую Армения не будет контролировать. Он может по этой дороге перевозить грузы, наркотики, людей, террористов. Извините, мы на это не подписывались. Слово «беспрепятственно» не означает это. И более того, если даже вы требуете у нас этот пункт выполнить, а ведь в Арцах очистили от армян, в кавычках очистили. То есть вы ничего не сделали, так Резван с ухмылкой говорит, антитеррористическая операция 23 года. Какая антитеррористическая операция, Резван? Извините, я просто как зритель вашей программы оппонирую с ним. Друзья, поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий, подпишитесь на канал, порекомендуйте вашим друзьям.
знакомым, коллегам по работе. Пусть все подпишутся на канал. Подписывайтесь на канал. Вы можете также помочь финансовому развитию канала. Это можно сделать по PayPal и с помощью криптоперевода. Адрес PayPal кошелька прямо на ваших экранах. Хорошего вам просмотра. Смотрите, господин Акопян, я просто еще один вопрос задам в контексте этого темы, потому что у нас еще по поводу духовенства хотел задать вопрос. Так вот, я могу просто судить по Украине и Молдове. Если, например, вот Украина и Молдова благодаря миссии Европейского Союза, это факт, удалось создать общую границу. То есть вы подъезжаете на границу, у вас одновременно проверяют пограничники молдавские и украинские, так, и таможенный контроль, они либо вместе совершают, либо одна из сторон, ну, то есть, грубо говоря, убыстряется... или остальное? Не-не-не, на остальное, ну, конечно, на остальное. То есть то, что контролируется Молдова. То есть получается, что Молдова и Украина совместно заходят, вот, два пограничника, либо общий пост пограничный. То есть, чтобы человека проверили один раз. Один раз, да. То есть человека проверяют один раз, и все. Спустя второй не проверили. Да, то есть человека проверяют один раз, вместе, и все. Значит, вот, то есть, собственно, есть такой вариант, да, но вот, например, гости из Азербайджана говорят о том, что, речь идет о 40 километров, то есть это просто дорога, то есть это взял, проскочил, это 20 минут, собственно, там ничего нет, и учитывая, количество коммуникаций с Нахичеванем, значит, необходимо обеспечить быстроту коммуникации, чтобы это было без постоянной... Какая проблема? 5 минут будет проверять, потом 40 километров пройдешь, и все. Какие проблемы? Нет, смотрите, здесь вопрос не в 40 километрах, вопрос не в километрах, хоть 40 метров. Азербайджан, знаете, честно, вот я вам честно скажу, Азербайджан сейчас пытается говорить с Республикой Арменией как с несубъектом. То есть они все, например, если вы на речь Алиева посмотрите, он пытается представить ситуацию так, что Армения капитулирующая страна, как Германия после Первой мировой войны, все, конец, что мы скажем, то вы сделаете. И податливая политика официального Еревана здесь поджигает аппетит Алиева, понимаете? А теперь мы говорим, извините, во-первых, еще Алиев, ты подписал документ от 10 октября 2020 года, где армяне там? Это закрывается тем, что антитеррористическая операция. Вот, кстати, вот это вопрос, который я хотел задать. Я до сих пор не совсем понимаю, собственно, как так получилось, что, значит, армянское население Карабаха централизованно вышло с территории Карабаха. Вот вы для себя понимаете, что произошло? Да, потому что азербайджанские эксперты всегда говорят о том, что, собственно, им предлагали остаться карабахским армянам, но была команда и выйти, чтобы создать косовский прецедент. Нет, смотрите как. Во-первых, Михаил, смотрите как. Территорию Арцаха, наверное, вы представляете хотя бы в грубом виде. Этот НКР, советский НКР, как сердцевина, и районе около. Так уж получилось, что основная часть армянского населения жила в этой сердцевине, в оболочке. Рядом были эти 5 территорий. Агдам, Келбаджар, Лачин, Физули, Джебраэль, Агдам и так далее. То есть, когда в итоге 10 ноября 2020 года мы потеряли основную часть этой оболочки, население и так сконцентрировалось в сердцевине. Там основные крупные города: Степанакерт, Мартуни, Мартакерт, Шуши, мало армянского населения. Это первое. Второе, Михаил, смотрите как. Люди, которые далеки от этого конфликта, даже не представляют ожесточенность. Понимаете? Даже не представляют. Что люди представляют, народы воюют. Нет, это не народы воюют. Это цивилизационная война. Это война двух цивилизаций, оседлого армянского христианского населения с тюркским населением, которое имеет кочевнические корни и перешла в регион. То есть это не война, как немцы и французы, шотландцы и англичанина. Это война на истребление, к сожалению, война на истребление. Или ты, или я. Более того, Алиев в современной Азербайджане создал такую армяно-ненавистническую атмосферу, армяно-ненавистническую атмосферу. Например, у них такой герой есть, Рамиль Сафаров. В чем заключался геройство этого героя, в кавычках? Он зарубил топором
армянского спящего офицера, который вместе с ним был в курсах НАТО в Будапеште. Представляете, этого человека, который ночью зарубил топором армянского офицера, который спал в соседнем номере гостиницы, вошел и зарубил топором. Вот этого человека Алиев фактически выкупил у венгерских властей после 5 лет суда, когда венгерская власть сказала, что ты пожизненное заключение. Алиев выкупил фактически 2-3 миллиарда долларов вламил в экономику Венгрии, по-моему, при Орбане еще было, и Сафарова привезли в Баку. А там Сафарова чествовали как героя. Что, какой герой, понимаете? И у них там в школьных программах, в программах еще детских садов, кто наш враг, армянин. Смотрим их детские книги. Ребенок топором ударяет в спину армянского солдата. Понимаете, режим Алиева, уж извините, режим Алиева – это диктаторский режим, который нуждается в образе внешнего врага, чтобы всегда внутренне сконцентрировать свой народ. Им нужен армия. Смотрите, они всегда говорили: Карабах, Карабах, взяли Карабах. Уменьшится их агрессия? Нет, что-то новое решили. Сюник, Зангезур. Не дай бог, возьмут Зангезур, что-то новое решат. Сиван, Ташир, Ереван. Понимаете, этот режим такой, милитаристический, агрессивный, диктаторский режим. А теперь как вы представляете, как армяне могли жить под властью азербайджанцев этого режима? Там 120 тысяч людей, то есть примерно 30-40 тысяч, Михаил, это мужчины моего возраста, которые в той или иной мере воевали в армии обороны. Представляете, азербайджанские полицейские без конца устроили бы рейды, этих мужиков взяли из своих домов и там начали бы издевать, пытать, убивать их. Вы не представляете, мы народ, который видел геноцид армян со стороны турок. Притом нас убивали не только на территории Османского султаната, Османской Турции. Армянский геноцид произошел в 18 году в Баку, когда 30 тысяч армян были истреблены. В 20 году в Шуши, когда несколько десятков тысяч армян истреблено. Хорошо, армяне видели Кировабад, Сумгаит, Баку. В этих условиях, например, Михаил, я армянская мужчина. Я имею семью. Я даже на минутку не останусь под турецким властью. Представьте, сейчас я живу в Ереване. Представляете, турецкий полицейский открывает мой дверь, входит, у меня здесь дочь, жена, мать, сын. Это господин Акопян. Невозможно представить. В Турции же по факту работает очень много армян, граждан Армении. То есть... Нет, во-первых, их там не очень много, сколько представляется, во-первых. Во-вторых, смотрите, проблема в чем? Они там нас терпят в Турции, потому что мы уже не представляем угрозы для целостности Турции. А армяне, 120 тысяч армян в Карабахе всегда будут представлять угрозу для Азербайджана. И как армяне, знаете, в эти дни, когда армяне уходили с Карабаха, конец сентября 23 года, были для меня таким же тяжелым днями, как это 20-й год, ноябрь 2020 года. Скажите, пожалуйста, а был ли какой-то вариант? Я понимаю ваш аргумент, то есть вы считаете, что люди... Извините, вы Михаил, считаете, что люди боялись? Что сейчас кажется. Просто закончу мысль. Когда армяне покидали Карабах, я понимал, что часть армянской исторической родины опустевает от армян. Но я не винил этих людей. Я говорю, они не могут там в руках палачах оставить. Это невозможно. Это как евреев оставить в руке эсэсовцев. Вот понимаете? Смотрите. Ну, вот есть пример, я не буду говорить там про пример российский по понятным причинам, но я скажу про пример украинский. Вот в Украине живут десятки тысяч армян, десятки, там сотни тысяч азербайджанцев. Мы всех любим, и армян, и азербайджанцев. И армяне, и азербайджанцы, в общем-то, живут в мире. То есть я вообще ни про какие публичные эксцессы, скажем, между армянами и азербайджанцами не слышал. Значит, логично предположить, что я не слышал по одной простой причине, что, собственно, институты так работают, обстановка такая, что люди живут, они себя идентифицируют с Украиной. И, в общем-то, я даже знаю примеры, где армяне и азербайджанцы между собой общаются, дружат и так далее, и просто стараются не, скажем, поднимать тему Карабаха, да, хотя знал и, значит, представителей Армении,
особенно, я помню, это были 90-е годы, которые, ну, очень, скажем так, остро переживали то, что происходило в Карабахе, равно как и азербайджанцы. То есть не кажется ли вам, что тут вопрос был некого достижения, ну, договоренности, может быть, какого-то нулевого варианта, когда, Не будет ну, этого. Я не то есть верю. Я не не было бы верю. преследований, скажем так, рядовых солдат, то есть этих рядовых мужчин, то есть была бы какая-то вот амнистия, которая бы позволила, ну, скажем так, вот карабахским армянам остаться на территории Карабаха и не Михаил, переживать. смотрите, Да. смотрите. Власть Мгм. Алиева имеет острую проблему внутренней легитимизации. Власть Алиева – это диктаторский режим, который существует уже более 20 лет, и он Мгм. пытается, имеет планы свою власть передать своему сыну. Этой власти нужен образ врага, чтобы их Мгм. общество всегда было сконцентрировано на образе внешнего врага, чтобы не посмотреть внутрь. И этот враг очень удобно армянам представить. Тем более после успешной войны Алиева 2020 года, понимаете, все приводит к тому, что даже на минуту, на йоту не будет антиармянская политика. Более того, вы уморали голодом армян. 10 месяцев армяне, как в Ленинграде, держались в голоде, вы знаете, в Карабахе. С конца 22 года по сентябрь 23 года была блокада. Я имею знакомых, они говорили, благо до людоедства дело не Мгм. дошло, до людоедства дело не дошло, но люди не имели элементарного пищи. Хотя, хоть хорошо, что лето было, люди траву собирали, что-то. Мгм. Понимаете, ты моришь людей, 120 тысяч людей, ты моришь голодом. Потом эти 120 тысяч людей будут под твоей властью, притом недавно прошла война, кстати, они очень мало говорят их потери, там около 10 тысяч они потеряли в 2020 году, это еще выяснится, я это ответственно заявляю, они мало. Около 10 тысяч твоих солдатов погибло в 2020 году, только 230 человек, 300 человек ты потерял в 2023 году. Представляете, это ненависть, эти родственники Мгм. этих погибших пришли бы в Степанакерт и начали бы потребовать от армян ответа. Ты же убил моего Вот сына, моего смотрите, брата. а Это вот невозможно, нереально это. Нет, господин нереально, Акопян, просто нереально. а вот господин Акопян, мы когда с вами пишем интервью, я лично вот слышу тревогу, да, то есть в Украине объявлена начальная Я тревога, знаю, российские знаю, я тоже налеты и слежу так за далее. вашей войной, Так вот, конечно, так знаю. вот, так вот, я когда смотрю на премьер-министра Пашиняна, я считаю, что это политика, я за это его уважаю, который в очень сложной обстановке он понимает, что, скажем, необходимо лавировать так, между разными сторонами и пытаться договориться с Азербайджаном, не доводя дело до вот, скажем, военного противостояния и так далее. Потому что Например, у меня вопрос. Какая причина имеет Азербайджан сейчас нападать на нас? Какая причина имеет? Чтобы еще и Никол Пашинян не довел дело до войны. Вот, знаете, вы говорите вещь, которая кажется привычным, но когда смотрим в детали, по какой причине Азербайджан сейчас должен нападать на Армению? ну, я вам отвечу. То есть, Скажите. когда между странами нет вообще никаких отношений, то вот велик соблазн, как вы говорите, да, вот для того, чтобы, значит, укрепить внутреннюю власть, то есть кому-то, значит, начать некую Это там агрессивная война, международное преступление. Ну небольшую да, победоносную международное войну. преступление. То ли Армении, то ли Азербайджана. Соответственно, если между странами есть мирный договор, есть инвестиции, работает экономика, развиваются отношения, люди ездят туда-сюда, то тогда в этой ситуации создается климат, который делает войну не то чтобы невозможной, но минимизирует риски, связанные с возобновлением военных действий, я бы сказал так. Ну да, в общем, да. Ну вот Но Пашинян к этому стремится. Алиев хочет мира, вот в чем вопрос. Наш Ну, Алиев все договор же давит, и согласовали. смотрите, как получается. Мгм. Алиев все новые и новые требования выкатывает на поле. Мгм. Минская группа, Конституция, сделаем это, потом что-то еще будет. А ведь кто говорил, 300 тысяч азербайджанцев должны вернуться в Армению. Вот новое требование. Во-первых, какие 30 тысяч? Еще в последнем, по советским последним подсчетам, в конце 80-х годов в Армении были всего лишь 120-160 тысяч азербайджанцев.
Во-первых. Во-вторых, мы имеем четкие документы, наша даже прокуратура проводила проверку, что все азербайджанцы без исключения или продали свои дома, или согласно советским законам и расценкам получили компенсацию и уехали. То есть основа этих возвращений, смысл. А ведь даже мы на это ничего не говорим против. Говорим, хотите вернуться? Вот прекрасно, армянское консульство, армянское посольство. Представьте документы, если Республика Армения найдет нужным вот этого человека дать гражданство Армении, иди живи где хочешь. Нет, Азербайджан хочет по-другому. Он хочет бесконтрольно, десятками тысяч войти. Потом Алиев говорит, мы должны обеспечить безопасность этих людей. А что это означает? Это означает, что понятно, что Алиев просто таких безвредных детишек или старушек не приводит. Он приведет сюда боевых мужчин лет 40-30 с боевым опытом. Они обосноваться в этих селах, и потом начнутся бесконтрольные криминальные разборки, столкновения. А в один прекрасный день Алиев скажет, уж извините, безопасность этих людей, вот я ввожу войска. Это шаг, чтобы внутренне взорвать Армению, понимаете? Но у нас 2-3 миллиона населения, 2,5 миллиона, 300 тысяч. Представляете, что это будет? Ну, даже не фактически. Это же зеркальная мера, это же зеркальная мера. Нет, мера. никак не зеркальная. Опять нет. Вот, Михаил, неужели вы не представляете разницу? Никак не зеркальная мера. Армяне, Арцах, согласно законам международного права СССР, самоопределились. Сам Алиев 10 ноября 2020 года подписал, что 120 тысяч армян должны быть там. Армяне дали компенсацию азербайджанцам. Вот будет пример, будет. Спросите у какого-то азербайджанца. Пусть приведет пример, когда кого-то убили, кого-то. Я не говорю о обычном криминале. Когда массово каких-то азербайджанцев убили, лишали домов, как убивали армян в Сунгайте, в Баку, в Кировабаде. Были такое? Не, но в Ханкинде же были погромы ничего не азербайджанцев. Было. Нет, во-первых, не Ханкенди, вы имеете в виду Ходжалу, я знаю, вы просто перепутали. Ханкенди нет, Степанакерт не Ханкенди, но вы имеете в виду Ходжалу. А что было в Ходжалу? Вот будет повод, спросите у азербайджанцев, какой геноцид в Ходжалу? А знаете, Михаил, где эти люди погибли? Несколько сот человек. Не в Ходжалу. И не в окрестностях Ходжалу. Знаете, они где погибли? Они погибли на подступах к Агдаму. Агдаму, смотрите карту после программы, где Ходжалу и где Агдам. И знаете, что самое обидное? Тело нашли на территории, которая тогда была под азербайджанской властью. А теперь кричат геноцид в Ходжалу. Вот когда кто-то будет сказать геноцид в Ходжалу, простой вопрос. Где нашли трупы этих нескольких сот людей? У Агдама, которая тогда была под контролем азербайджанских властей. Более того, их президент Муталибов там дал интервью, который сказал, что это национальный фронт, устроил резню этих людей, чтобы меня скинуть из власти в Баку. Армяне имели в феврале 92 года столько ресурсов, чтобы... Вы представляете географию какая? Шуши еще в руках азербайджанцев, Степанакерт под бомбежком. Армяне только что вошли в Ходжалу, там за спиной еще Шуши на Степанакерт. И вот армяне не имели никаких дел, они должны были все оставить, пройти несколько десятков километров, у Агдама убить этих людей, потом вернуться назад. Вот скажите, пожалуйста, вот тут есть еще очень два важных момента. Значит, первый момент. Значит, вы говорите, вот самоопределились карабахские армяне и захотели жить отдельно от Азербайджанской ССР. Этот аргумент говорил господин Исмаилян в эфире, но на этот аргумент есть резонный аргумент стороны Азербайджана. В общем-то, армяне давно определились, армяне есть свое государство Армения. Значит, Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. Соответственно, здесь вариант был очень простой – жить по азербайджанским законам. И действительно, если я захочу… я просто договорю, если я захочу завтра, например, жить в Армении, то резонно предположить, что я должен буду жить, значит, на основании законов Армении. Если я захочу жить в Азербайджане, мне может нравиться Алиев, не нравится Алиев, но я буду обязан соблюдать правила, которые есть в Азербайджане. Вы правы. Смотрите, Хазмалян, я слушал вашу эту программу. К сожалению, Хазмалян не полно ответил вам. Я отвечу сейчас полно. Во-первых,
Это когда говорят, армяне один раз самоопределились. Сколько арабских государств в мире? 22. А сколько тюркских государств в мире? Азербайджан, Турция, Северный Кипр. Это 2. Далее. А кто говорит, что один народ может самоопределиться только один раз? И вообще, кто говорит, что самоопределяются только народы? Группа людей, даже религиозная секта может, если есть моменты, он может самоопределиться. То есть турки Северного Кипра самоопределились, с этим у Баку нет проблем, но с проблемой самоопределения Карабаха есть проблема. Где логика? Двойная мораль очевидна. На самом деле вопрос в следующем. Если какая-то группа людей в ответ на атаки метрополии решает самоопределиться, это священное право, закрепленное в преамбуле устава ООН. И это священное право не связано с волей метрополии. Народ может и должен самоопределиться. Священное право на самоопределение. В противном случае мы бы имели по всему миру империю. Британская империя распалась в итоге самоопределения народов. Бельгийская империя. Понимаете, нет доводов. У них, Михаил. Господин Акопян, я прошу прощения просто в связи с временем. Значит, я один вопрос вам еще задам просто по поводу духовенства, потому что мы договорились. Так все-таки вот это противостояние между Эчмиадином и Пашиняном, вообще Пашинян, ну, на мой взгляд, значит, совершил очень странное, то есть сделал странное заявление на Фейсбуке, даже сегодня его, ну, я не буду брать скабрезные вещи, когда он порекомендовал, значит, идти заниматься, значит, определенным делом Баграту Галстыняну, но меня другой заинтересовал. Да, женой дядя. Меня, это не скабрезные вещи, недостойные главы государства любого. Но даже дело не в этом. Он написал следующее, премьер-министр Пашинян. Республика Армения должна иметь решающее слово в вопросе избрания католикосов всех армян. Кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку на добропорядочность. Этот вопрос должен быть решен раз и навсегда. Меня, знаете, это испугало, потому что когда государство начинает лезть в церковные дела, это ничем не лучше, чем когда церковь начинает, значит, лезть в государственные дела. Что это такое, на ваш взгляд? И какие риски это несет? Сейчас начну несколько издалека, но по ходу отвечу на вас. Если можно, 4 минуты, пожалуйста. Давайте, ладно, 4 минуты, смотрю на часы. Смотрите, в Армении сейчас очень напряженная внутриполитическая ситуация, и эта ситуация, как ни странно, связана с вашей войной. 2 июня встретиться в Стамбуле, все мы знаем, и есть вероятность, что война закончится, или если не закончится, то во всяком случае заморозится. Все к этому идут. И в этом случае как бы все априори понимают, что если на Украине что-то закончится, не получивший свое Россия будет активизироваться уже на этом фронте. А ведь на Южном Кавказе Россия за это годы многое потеряла. Потеряла базу в Арцахе, проблемы с Азербайджаном, проблемы в Армении, там здесь ставится даже вопрос 102-й базы, понимаете? И кроме этого, своей внутренней политикой, к сожалению, Никол Пашинян многое теряет, денег мало, экономика в проблемах, понимаете, вопросы безопасности, все это бесконечные уступки Азербайджана, которые нашу национальную самолюбие удар наносит на нашу... Понимаете, все это на его рейтинг очень четко влияет, и он думает, что когда на Украине что-то закончится или заморозится, придут в эту сторону. А ведь не секрет, что оппозиция во многом опирается на российские силы, понимаете? И его эта нервозность, при том его жена тоже очень там плохие посты на Фейсбуке делает, все 2 дня уже в Армении это обсуждаем. Все эта нервозность говорит об этом, что он без того выборы через год у нас, и даже без этого выборы. В общем, очень напряженная внутриполитическая ситуация. И власть Пашиняна
чувствует угрозу. Это так. Далее, по церкви. Церковь – это религиозная структура, притом Армянская апостольская церковь для армян имеет сакральное значение. Я даже не могу описать, как мы принимаем в ходе нашей истории и т.д. и т.п. И эти нападки на церкви очень плохо на это влияют. И, в общем, нервозная ситуация, не знаю, мы тоже вот смеемся на Фейсбуке, делаем шутки, но на самом деле это трагедия, когда глава государства так ведет. Ну, не знаю, посмотрим, что будет. Надеюсь, уложился в рамки. Господин Акопян, я вам очень благодарен за очень интересное интервью. Мне предельно приятно, что мы с вами познакомились. Я буду вам предельно признателен, если в будущем вы тоже будете давать интервью. У меня гости приходят, и я, повторюсь, я с огромным уважением отношусь и к Азербайджану, и к Армении, и к Соединенным Штатам Америки, и к любой стране. И здесь я очень рад видеть экспертов из Армении. Приходите, пожалуйста, почаще. Я буду только рад, чтобы вы высказывали свою позицию. Мне очень важно слышать разные позиции, и чтобы зрители их тоже слышали, и пусть со скрепом, но их выслушивали. Это вообще очень важно, не находиться в своей какой-то мыльной бульбашке, а слушать альтернативные точки зрения. Огромное спасибо. Дайте мне одну минуту и скажем, и вам очень спасибо. Вы очень терпеливо слушали меня. Спасибо, это очень признательно я этому. Извиняюсь за мой несколько корявый русский. Все же учтите, что это не мой родной язык. Если кто-то будет смеяться над моим русским, пусть помнит, что точно не так говорит на армянском, как я говорю, действующий юрист. Просто я столько могу на русском говорить, мы об этом тоже говорили. Очень приятно с вами пообщаться, Михаил. Если честно, я давно ваш зритель. И всегда я хотел с вами пообщаться. Вот мы нашли очень хороший повод. Да, я не против, очень хорошо прошло наш этот разговор. И в будущем, если вам будет угодно мое мнение в относительно ситуации в Армении или других около армянских ситуаций, всегда рад поговорить с вами. Спасибо. Извиняюсь еще раз за мой корявый русский. Огромное вам спасибо за вашу точку зрения, позицию. Я очень это ценю. Господин Гер Акопян, военный аналитик, военно-политический аналитик, был сегодня с нами, обозреватель, юрист. Спасибо вам огромное, господин Акопян. Вам тоже спасибо. Удачи. Спасибо большое.